4 статьи Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны говорится, что граждане какого-либо государства, не связанного настоящей конвенцией, не состоят под ее защитой. Одним словом, у воюющих в Абхазии грузин не было препятствий в этом отношении. Количество погибших воинов и мирных жителей Отары практически не разнятся. 27 мирных жителей и 31 воин. Немощных стариков убивали в домах. Отара, когда шла война. В начале войны у меня в Отарах находился старший внук. У него были летние каникулы. Внучка была с родителями. Через некоторое время несчастная невестка с внучкой и моей старшей дочерью смогли приехать к нам домой. Где-то через месяц и в Отарах тоже стало опасно находиться. Тогда наши воины организовали вывоз всех стариков, детей и женщин. В поселок заехали машины и вывезли детей, но мы некоторые старшие оставались в домах. В ту ночь оставались дома я и больной супруг. Сын Славик был здесь, а второго война застала в Сухуми. Ночью на машине вывезли их всех и мою младшую невестку с 3 детьми. Одной еще и года не было. Их всех отвезли в Чулу к родственнику Цвижба Андрюшке. Более месяца моя семья находилась у него. Когда у младшей невестки малышка приболела из Чулу, она перебралась в Кварчал. Она паквашская родом, фамилия Джинджоля. Когда ее родители узнали об этом, они приехали за ней и отвезли к себе. Бедная Тина тоже с детишками находилась у моего младшего брата Шалвы Киндия. Скоро и в Паквашах стало опасно находиться. Стали обстреливать снарядами. Они перевезли ее к родственнику Карбей Джинджа, который жил ближе к горной местности. К тому времени еще опаснее стало там. Мой брат Шалва испугался за детей и тоже решил вывести их. У него у самого тоже в доме были 2 невестки и малыши. Одна не стала выезжать, но вторая невестка Ида Шинкпа с годовалым и 1,5-годовалыми детьми, мои внуки с невесткой и брата, свояченица Нателла Кубахя, с годовалой дочкой выехали в Ткварчал. Он посадил их всех в вертолет, и, не успев доехать обратно до дому, его настигла трагическая новость. У меня от внуков остались их одежки, и больше ничего. Вот такая страшная участь постигла нас. 6 моих родных и свояченица брата с ребенком. Она жила рядом с нами. Их предали земле в Гудауде. Сын Славик находился в Гудауде. Не сразу узнал, что семья погибла. Он потерял сознание и не был в состоянии что-то сказать. Также хочу рассказать о женщине, которой было уже за 80 лет и лежала прикованная к постели. Ее сын и невестка были дома. Когда грузины узнали, что они у себя, приехали, забрали их. Она сама умерла от голода и обезвоживания. Ее звали Чанпа Квициня Антика. Наши ребята ночью тайком дошли до ее дома, вынесли тело и похоронили под кукурузником. Вот такие страшные истории мы пережили у себя в селе.
Также наша сельчанка, мать троих детей Каджая Джинджуля была, у которой забрали в плен сына гвардейца из поста Хурей, хотела попасть к сыну. Мы состояли в одной колхозной бригаде, и днем, и ночью она не находила себе места, и когда стало известно, что он в Гудауде, в госпитале, она решила вылететь к нему. В Тхуарчале она встретила моих и вместе с ними села в злосчастный вертолет. Так и не долетев до сына, она тоже погибла 14 декабря. В следующий раз, когда ты решишь рассказать миру о чем-то, пусть это будет история процветания и радости. Пусть в Абхазии больше никогда не будет страданий. Если в ходе войны убьешь того, кто с оружием угрожает тебе, то это героизм. Но убивать ни в чем не повинных стариков и детей есть самый большой грех. Абхазская пословица гласит, что хорошая собака не лает на женщину. Я говорю это к тому, что в нашем селе проживал человек по имени Адли Бакинто. Он был ветераном Великой Отечественной войны и вернулся, пережив все ужасы той войны. Хоть он и был преклонного возраста, он не уехал из-за сестры, которая несколько лет как лежала, прикованная к постели. Ее звали Личка Адлиба. Также в поселке оставалась престарелая Дуки Адлиба. Она жила одна. Также Зантария Нелли, адлибовская невестка, которая тоже была нетранспортабельна. Когда приехали бессердечные жестокие враги, их загнали в дом Кинто Адлиба и сожгли. Костей почти не осталось. После войны мы на этом месте смогли собрать очень мало костей. Помимо этого, бойцы рассказывали, что в Ахалдабе грузины развлекались отрубленными головами и надевали их на колья. Понятно, что на войне не может быть ничего хорошего. Воевать надо по-мужски, а не таким образом. Превращение войны в развлечение, потерявшими всякую совесть, вот что это было. Это говорит только об отсутствии совести и чести. На моей памяти ужасным событием останется еще и история, связанная с летчиком Майсурадзе. Он бомбил центр нашего села. Мы слышали взрывы, но не совсем поняли, откуда они доносились. Из Атары он полетел еще в сторону Кутола, и там тоже сбросил бомбы. Возвращался он через мой поселок, и я вдруг увидел, как в районе реки Кадор он получил удар с земли. Наши ребята отчаянно сражались. В моем доме тоже находилось много наших ребят. Из них один числится без вести пропавшим. Погиб племянник тоже. Дома моих двух братьев сожгли. И джинджолевские дома тоже. Они смогли отстроить заново, но мои братья не смогли. Это было очень сложное время. Очень много сожженных домов и много тех, кто не вернулся назад. В нашем поселке ни одного жителя не осталось. Все покинули его. В 1992 году, когда коварный враг напал на нас, 81-летний Миро Цецхладзе встал с нами с охотничьим ружьем. Не то чтобы у нас, даже у партизан толком не было оружия. Трое его сыновей стояли с нами против врага на Западном фронте. 26 декабря грузины пошли на нас из сел Кинги, Ахалдаба, Пшап. Ребята дали приказ уйти всем, кто был без оружия. Нас вывели из поселка в сопровождении вооруженных ребят. Миро вызвался вывести нашу родственницу Джинджоля с больной ногой и пошел к ней. С ней была и ее дочь. Темнота застигла его у дома Чан Баладимира. Он плохо видел в темноте и решил остановиться там. Тут-то он и попался грузинам, которые к тому времени уже были там. Несмотря на возраст, он был не из робкого десятка. Но что он мог сделать против вооруженных людей? Когда его спросили, где сыновья, он ответил, что все воюют против врага за родину. А на вопрос, куда сам собрался, он ответил, что при необходимости и он готов на защиту.
Его несколько раз ранили ножами и били прикладом автомата. На второй день его заставили выкопать яму. Потому как он возле ямы лежал убитый, а сломанная лопата валялась рядом, наверняка он успел ударить убийцу. Кто-то из прохожих накрыл его простыней. Лежал снег, потом вынесли тело. Две сестры, Макбуля и Кукла, дочери Николая Джинджоля, находились в Сухуме. Видимо, решили вернуться в Атару и перед этим наведались к Адлиба Сергею. У него жена была грузинка по фамилии Пруидзе и работала в санатории на турбазе. Когда сестры пришли к нему, увидели, что Пруидзе со сломанными руками была закрыта в подвале, а сами адлибовцы были зарезаны и сожжены. Они попали в самый разгар расправы, и их тоже убили. Вырывая золотые коронки зубов, им порезали рты, а потом застрелили и саму Пруидзу тоже. После приехали ее родственники и похоронили и тех, и этих. Но в первом случае и хоронить-то было особо некого. От них почти ничего не осталось. 80 лет было Кинту Адлиба. Около 75 было Адлиба Духе. А Нульи было вообще за 100 лет. Они не смогли уйти. Она была нетранспортабельна, и из-за нее пострадали остальные. Ее невозможно было посадить на лошадь. Снега по колено было. Нападали-то местные грузины. Они боялись тоже, но для смелости приводили с собой бывших зэков, из которых пришлые и состояли. Но когда становилось опасно, они быстро покидали поселок. Боялись очень. Они не вояки были. Да, ахалдабцы, кингцы и грузины Гульрыбского района. Они все заезжали сюда. Да, с оружием, конечно. Награбленные вещи увозили за Кадор. Уносили наши двери, оконные рамы, плуги для пахоты и все, что попадалось. Что уносили, прятали у себя в хлеву, где украдено и обнаруживалось после. Мы пережили кошмар войны. Они хотели отобрать силой у нас нашу родину, но молодое поколение не позволило допустить этого. Наш Владислав Григорьевич всегда уверял нас, что мы победим. Когда началась война, мы начали охранять приграничную с грузинским селом дорогу. Так сложилось, что наш поселок располагался недалеко от них, пока не было боя с ними. Но ситуация очень быстро становилась опасной. Как-то раз началась сильная стрельба. Стреляли из автоматов и пулеметов. С деревьев падали ветки, сбитые пулями. Все соседи из нашего поселка собрались в ближайшем окопе. Наши ребята передали нам, чтобы мы взяли женщин и детей и поднялись на сопку. Мы собрали всех, кто нас услышал, и подняли на безопасное место. Дальше их развезли, кого в Джгерду, кого в Чулову и в Ткварчал. Это было в декабре 26 числа. Вот так и развезли всех, кого удалось. Война продолжалась. Мой брат Пачулик Вициня со своей супругой находились у Бардущи Квициня. Он жил подальше от нашего поселка. В какой-то момент стало тихо. Супруги решили сходить до дому, чтобы посмотреть, что произошло. Их отговаривали, но они не стали слушать и пошли. С ними был и Коля Дзадзамия. За ними шли Хута Допо и Бардуща. Они были почти у дома, когда их троих застрелили. Последних двоих схватила другая группа, и их увезли по другой дороге. Через некоторое время их отпустили. Тела убитых вынесли наши ребята под покровом ночи и похоронили в поселке, где жил Бардуща. В их родовых кладбищах похоронить не представлялось возможным. Подожгли много домов. Мой дом и дом Чичика сгорели дотла, а остальные соседские дома были сожжены наполовину. Есть дома, в которые попали снаряды. Когда атаковали нас, среди врагов было много местных грузин.
Нам удалось убить их тоже, и среди них узнали многих знакомых. Большинство состояло из пришлых. Наверняка они были из заключенных. Утром 26 декабря поднялся вертолет с летчиком Майсурадзе и атаковал село Нурсами. Когда он предпринял второй заход для бомбежки в районе села, где чанбовцы проживают, его подбил Артур Шотович Тарба. Сегодня он герой Абхазии. Он поразил вертолет специальным оружием против воздушных целей. Майсурадзе рухнул где-то в районе села Истонка, по ту сторону реки. С утра на второй день грузины предприняли крупномасштабное наступление. Я хочу рассказать вам такую историю. В нашем селе жил Заабей Николаевич Квициния. Он и сегодня жив. Когда в поселок Набжоу зашли грузины, он затаился где-то. Его сыновья были на войне. С утра до глубокого вечера шел бой, и грузинам удалось захватить весь Набжоу. Наши ребята закрепились в местности, которую мы называем газопровод, протяженностью до 500 метров. Когда немного стихла стрельба, Заабей, решив, что они отошли, вышел к дому. Тут его встретили грузины. На вопрос, кто такой и куда собрался, он ответил, что является хозяином дома, в котором они сейчас находятся. На вопрос, где сыновья и чем занимаются, он ответил, что тем же самым, что и вы, но в их случае они защищают свою родину. На следующий вопрос, как это сыновья могли ослушаться такого почтенного старца, Заабей ответил вопросом: а спросил ли он сам кого-нибудь, когда ехал в Абхазию? Спрашивающий улыбнулся и согласился с ним. Допрашивающий сказал, что на сегодня он позволит ему остаться у себя дома, но завтра отправит на отдых в Агудзеру. Вот эту историю мне рассказал сам Заабей, когда мы встретились с ним уже после обмена заложниками. В тот же день забрали и Ладмера Чанба, и его дочь Марину. Также у Алеши Никовича Квициния дома лежала престарелая мать, которая не ходила. Ей на тот момент было 100 лет. 29 декабря, заняв поселок Набжоу, грузины стали бродить по окрестным домам. Так и нагрянули к Алёше в дом. На вопрос, почему он дома, ответил, что не смог оставить старую мать. Они избили его до полусмерти прикладом автомата и забрали с собой. Престарелая Антика осталась одна. Как вы все помните, в том году выпал небывалый снег. Когда она скончалась от холода и голода, никому не известно. Недалеко жил Дьяченко Федя, у которого были 3 сына. Они помогали нашим. Когда пришли к ним, жестоко избили его сына Алика и забрали с собой. Прострелили ему ногу, и он умер от кровопотери где-то в районе села Истонка. Это событие произошло в марте.
Местность, где я проживал, считалась нейтральной. Мы иногда ходили посмотреть на свои дома, но не спускались в центр села. Без разрешения туда не пускали. Я жил недалеко от центра села. Как-то раз в полдень я спустился к дому осмотреться. Потом решил развести огонь, разогреть воды, чтобы искупаться. У меня была одна корова, и я решил сходить в хлев и заодно взять сухие поленья. Не доходя до места, я вдруг заметил 5 воинов. Они стояли вдоль забора моего дяди. Кто-то из них на грузинском позвал меня к себе и махнул рукой. Я сразу лег на землю, а они стали стрелять. К ним также присоединились стреляющие из руин Дома культуры. Я чудом унес ноги между огнями. Добежав до леса, я дошел до своих и сообщил, что они в центре села. До глубокой ночи шла перестрелка. Стреляли даже из гранатометов. Потом они ушли назад. Нигде не было хорошо во время войны, но в Атарах была особая ситуация. Проживающие по берегу реки Кадор обстреливались с соседнего берега. Соседство с Ахалдабой и с разными поселками Нового Киндги создавало много неудобств. Одним словом, наше село окружалось с 3 сторон. Потому со всех приграничных с ними сторон мы эвакуировали мирных жителей. Наши дома сжигались, люди уходили в соседние села. А все, кто не выехал из-за нетранспортабельных родных, использовались как заложники. А это были пожилые и старики. Поселку Набжоу досталось больше. Оттуда ушли многие, но было немало оставшихся. Мы сами это видеть не могли, но нам рассказывали армяне, которые говорили о больших страданиях людей. К концу декабря в нашем селе стало как во времена махаджирства. Трудно стало вывозить людей. Машин не было, а пешком не каждый мог идти. Снега было много. Был один автобус, коробка, который мы привязали к трофейному БМП. И так вывезли многих. Подняли до Атары Армянской и на 2-й день выехали в Джгерду. В Атарах сожгли до 80 домов. Например, бигвавовцев в Атарах не осталось никого. Все дома были уничтожены. Также ахубовцы, это родные Джума Ахуба, киутовцы, годжуовцы, все переселились. Осталась одна семья Бичвая. Люди переселялись целыми поселками. Была убита Антика Чанба, женщина преклонного возраста, которую кое-как смогли предать земле под домом. Люба Квициня тоже была убита, старенькая была. Квициня Харания Уардишку тоже убили. Дашу тоже вместе со старым супругом убили. Во время войны мне еще не исполнилось 16 лет. Все помню, как сейчас. В том году выпало много снега. Не припомню подобного. Было очень холодно. Чего скрывать, и голодали тоже. Мы не уходили, пока была хоть какая-нибудь возможность остаться дома. Своим присутствием мы мешали своим партизанам. Преследуя их, враги могли выйти на нас, и потому попросили покинуть дома. Как бы нам этого не хотелось, пришлось уйти. Наша мать вывела нас.
Отец был не молод, и никто не осудил бы его, но он выполнял свой долг с охотничьим ружьем в руках. За день пройти все село мы не смогли, потому что шли пешком. Брату тогда было 13 лет. Мы дошли до поселка, где у нас живут богатыревцы, и там нас настигла ночь. Там был малый штаб наших. Мы убедились, что если мы в тот день не покинули бы дом, то точно погибли бы. В декабре 27 числа грузины начали крупномасштабное нападение. Не осталось непотревоженного села. Было много боев. Около 2 дней мы задержались там, и были не одни. Нас было много. Было крайне неловко от создаваемых неудобств хозяевам. От холода и голода становилось очень тяжело. Сам хозяин не был готов к такому количеству людей. Молчать о голоде было невозможно. И понимали, что неоткуда брать. И только сейчас, как мать, я понимаю, в какой ситуации находились наши родители. Я и тогда по-своему понимала, как страдали они. Но когда появляются свои дети, ясно понимаешь, какие переживания испытывали родители из-за тебя тогда. Вся глубина трагедии ощущаешь только сам, став родителем. Дальше мы тронулись в темноте перед рассветом. Проводником до Джгерты вызвался кто-то, кто знал лесные тропы. Он обязался проводить нас до места. Из тех, кто был с нами, я помню Лиду, супругу Эдика Гвиценя, родителей нашего известного воина Мариала Гвиценя, которых он заставил оставить дома. Они были не молоды. Мы шли длинной вереницей по темноте. Плохо видно было куда, но надо было. От слышимых выстрелов появлялось острое желание жить, и черпались силой, чтобы идти вперед. В середине пути я и мой брат настолько истощились от голода, что стали возмущаться. Мы двигались друг за другом по узкой, протоптанной снежной тропе. И от этого идущий впереди мог не увидеть, что ты отстал от группы. Отец и мать шли чуть впереди, когда мы с братом отстали. Брат предложил уйти добровольно из жизни. Навряд ли он понимал, что предлагал, но, видимо, где-то слышал подобное. Мне показалось, что это гениальная идея. Я спросила, как оно это себе представляет. Он сказал, что один солдат ему подарил 2 патрона, и если разведем огонь и бросим их туда, то они взорвутся и убьют нас. Если мы умрем, родителям станет легче уйти, и мы не будем больше страдать, сказал он. Я была постарше, и благоразумия вроде должно было хватить. Но, видимо, я как-то по-своему стала настолько, что поддержала идею. Мы стали ковырять снег, чтобы найти хоть какие-то веточки для розжига. Кое-как наскребли веточек и принялись развести огонь. У нас были спички, но трудоспособных пальцев уже не было. Они настолько отмерзли, что вообще не слушались. Мать, когда не увидела наши силуэты, в темноте повернула назад. Мы настолько увлеклись, что не сразу заметили, как она оказалась рядом. На этот момент тема самоубийства была слишком актуальной, чтобы заметить ее. Мать даже и не спросила, чем мы заняты. Она сразу сообразила: глупцы, это не так делается. Если вы действительно решили попрощаться с жизнью, возьмите по одной гранате и с криками бросьтесь под танк, и Родина вас не забудет, и имя свое увековечите. Бесславно с жизнью нельзя покончить. Ради вашего спасения мы с отцом решили вас вывести. Нам с ним и прожитого достаточно, сказала она.
Без ее слов до нас так и не дошло бы, что это было глупо с нашей стороны. Мы встали, стало очень стыдно. Из последних сил мы последовали за ней. Но действительно, ноги уже не передвигались. Пусть мы с братом и не росли в особой роскоши, но для воспитанных в сытости детей было крайне унизительно просить еду у ворот незнакомых людей. Пересилив чувства, наш отец позволил себе позвать хозяина у какого-то дома. Вышла какая-то женщина. Видимо, сообразительная оказалась. Она даже не спросила, что надобно. «Я быстро», — произнесла она и забежала обратно в дом. Мы секунду ее ждали, и вернулась она. На руках несла мамалыку с творогом, заправленной аджикой. Мамалыке было около 2 дней, но я не помню ничего вкуснее. Наверное, до старости лет буду вспоминать этот вкус. Я рассказываю эту историю в память о брате, которого нет теперь. Если он был бы жив, я, может, и не заговорила бы об этом. Он был с чувством юмора. Мамалыка была небольшая, да и кто знает, для кого она его отложила, но почему-то хватило всем. Нам досталось по 2 куска, но вроде хватило. Я немного поторопилась, рассказывая. Пока мы не дошли до этого дома, мы шли через армянский поселок. Я и не знала, что село Атара армянская такая большая. То ли от того, что мы все время шли пешком, то ли это так было на самом деле, но оказалось, что она не заканчивается. Отец был в таких носках, что назвать так сложно было. Это были скорее вершки, оставшиеся от некогда полноценных шерстяных носков. Когда видел, что я уже не могла ходить, он снимал свои недоноски, выжимал их и надевал на меня, а сам брал мои целлофановые куски портянки, чтобы хоть как-то натянуть сапоги. Мы эти куски выбросили у одной армянки. Отец у ворот позвал хозяина. Вышла женщина. На просьбу дать нам какую-нибудь тряпку она ответила, что их у нее нет и может дать только целлофановые куски. Мы согласились. Сложно мокрые ноги засунуть в сапог, но целлофан помогал. По мере продвижения, когда я замечала, что отец тоже идет на честном слове, я предлагала обменяться носками. Вы представьте, до какого состояния доходил он, что соглашался на обмен. Да и у меня сапоги были совсем не впору. При желании еще кто-то мог засунуть ногу без проблем. Настолько были велики. Никому не нравилось, когда кто-то звал у ворот. Абхазского сострадания и сочувствия нигде не обнаружилось в том селе. Не могу сказать, что кто-то предложил еду. Моя челюсть от холода замерзла настолько, что говорить сложно было. Чаще понимали друг друга взглядами или жестами. Мы на рассвете оказались в центре села Аджгярда. Ужасный результат вчерашних боев был налицо. Раненых ребят один за другим выгружали, на носилках заносили в госпиталь. Мать узнала своего племянника Аслана Какоба. Он был тяжело ранен. Наш хирург Даур Гургуль обрабатывал пулевое ранение. Мы слышали его стоны и радовались, что живой. Я не помню, куда делись все, кто был с нами в дороге. Все разбрелись по родне или просто к тем, кто оказался неравнодушен, и приютили. Мы направлялись конкретно к маминой родне по линии матери. Мне достался конь, об особенностях характера которого мне не успели рассказать. Я села на коня и уже поднимаюсь было на подъем, как навстречу показался другой всадник. Это был Агдения Шармат, одетый традиционно. Он был известный наездник и, видимо, узнал мою лошадь и как-то подозрительно посмотрел. Его уже нет, царство ему небесное. Он ехал на плаканье к соседям. Я заподозрила неладное. Он кивком головы поприветствовал меня и ответил. Только мы разъехались, как мой конь развернулся и последовал за ним вниз по склону. По нашему этикету это очень дурацкий случай, даже позорный случай.
Авденя помог развернуть мою лошадь и направить дальше по курсу. С горем пополам я на лошади доехала до нужного места. Мамин дядя жил по-абхазски с большим двором, и докричаться до кого-то сложно было. Я и так не могла разговаривать. Я просто ждала, когда меня заметят. Собаки заприметили меня и подняли лай. С дому крикнули: «Кто там?», а я ответить не в силах. Когда хозяин подошел к воротам, узнал меня. Меня разморозили с помощью горячей воды. 3 дня болели ноги. Вскоре и в Жгертах стало трудно. Нас там было много. Не так давно был сбит вертолет с мирными людьми, но родители решили, что нам надо улететь. Было страшно, но отец настаивал. Он сказал, что ему так легче будет на войне. Оказывается, в Пицундах был организован прием таких, как мы. Туда мы и намеревались. И снова пришлось куда-то отправляться. Нас привезли в Агуарчапан. Сложно было попасть в салон вертолета. Русские солдаты выносили из вертолета хлеб для блокадного Тхварчала. Раздавали по граммам. Помнится, как мой брат украдкой попросил у мамы дать ему возможность просто понюхать хлеб. Мама сказала, что он должен терпеть, как мужчина, и что она не попросит никого об этом, что так нельзя. Сегодня его нет со мной. Собирая крошки со стола, я всякий раз вспоминаю этот эпизод из нашей жизни. Потом наш вертолет посадили в Дранде. Зашли грузины и сказали, что необходим досмотр. Они были одеты с иголочки, а не так, как наши воины. Как сегодня помню, что в салон зашел парень с собакой. Он заявил, если в салоне есть молодые и раненые, все должны выйти. На брата была громадная шапка, которая придавала ему взрослый вид. Он спросил у него возраст. Брат ответил, что 13. Но это не устроило грузина. Он проверил брата на ранение. В тот момент я увидела, как у мамы бесконтрольно стала дрожать рука, которую она не могла успокоить. Около 2 ночи было, когда мы оказались в Пицунде. Сложнее было привыкать к электричеству. Как скоро забывается привычное, и как быстро привыкаешь к благам цивилизации. Очень непривычно было после долгих месяцев существования без него. Мы зашли в холл и осматривались, как дикие. Сложно было разобраться, где грань между реальностью и прошлым. Пару часов назад посреди ужаса, а сейчас в спокойном месте. Наверное, потому я и не смогла ответить администратору на вопрос, как меня зовут. Она регистрировала нас, чтобы распределить по номерам. Мать и брат стояли немного в стороне. На вопрос, как меня зовут, у меня случился ступор. Попробуй ответь. В надежде, что кто-то в толпе меня узнает, я стала всматриваться. Вдруг кто-то меня позвал по имени. Это был мой одноклассник. Я даже не знаю, как он туда попал. Я радостно сказала, как меня зовут. А на вопрос, как фамилия, снова прострация. В голове были только ассоциации. И я ответила, что нас очень много. Очень много что вспоминается, но вкратце было так.